Сегодня я расскажу, как работает телеканал «Апрель». Всем привет, вы на канале «Апрель». Друзья, спасибо за ваши отзывы и лайки. На этом районе будут первые лица страны, так что Тазалых работает здесь вовсю. Все работают. Привет! Привет! Как дела? Обнимашки. Хорошо. Чувствую себя здесь как дома. Рус, что ты прямо сейчас делаешь? Я делаю обложку. Выпуск что за тасмы? Чарлекта. Жолғанды бажыдағы миллиондор аттуу иликтөөнүн авторлары, Азаттыктын журналисттери. Burada жаңылыктарды чоң кылып жасап жүрүптүрбүз да, чоң кылып. Көрсө, жаңылыктарды кыска, убактысыз маселе. Кыска, бирок ошол эле маалыматты жеткирсе болот экен да, тоого тээр жерине элечи. ТВга чыгып жүргөн маалда жаңылыктар жарым саат 40 мүнөткө чыгып кетчү. Азыр ошол эле жаңылыктар, ошол эле маалыматтарды ашып кетсе бир 10 мүнөткө батырып атабыз. Апрель ТВда иштеп жүргөндө бизде кылбай айтпасам 70тен ашык кишитечи. Азыр так санын билбейм, азыр 20га деле жетпейбиз го дейм. Saat 7:11. Элдин жұмышта. Осталось трое операторов и совсем справляются эти три оператора, в отличие от, скажем, больших телекомпаний, где куча операторов и вообще никуда не успевает. Расскажи о личном опыте, как ты так быстро научился, я просто сам наблюдал за всем, как ты рос из обычного, допустим, оператора в одного из основных, как это получилось. И, Один из основных так получилось, просто никого не осталось. А так учился, с детства увлекался съемкой, когда Nokia появилась еще с камерой самая первая. Я снимал, приколюхи всякие делал. И вот так получилось, что я попал сюда. Ну и для меня, допустим, сюрпризом было, когда ты в самых острых, допустим, напряженных ситуациях был, в Куйташе, на митинге, на площади. Не страшно было? Страшно, конечно, но знаешь, там адреналин такой, и ты уже не чувствуешь страха, ты хочешь, надо сейчас снять вот этот кадр, чтобы потом выпустить, чтобы ни у кого такого не было, чтобы ты был первым. Окей, давай, дальше. Мисалы үчүн, могу суфлер. Теледе иштегендер билет болуш керек. Суфлер деген текст чыккан
текст шығады, диктор оқыған нәрсе. Бұны қолға эле жасап қойды, біздің Степа деген мастеріміз бар. Темірден жақында айнектен кесіп тұр эле. Ушундай жасап қойды. Бұл көшөгөнүн арты үн жазуучу жер. Үн жазганда да баягы жаңырыктар болбош керек, артыкбаш үндер кирбеш керек деген нерсе. Бул өзүңөр көргөндөй студиябыз. Канча камера калды эмеде? Арестте. 6-7 камера болуш керек. Азыр камерабыз деле жок. Бир фотоаппаратыбыз бар. Ал дагы өзүбүздүк эмес. Бирөөлөр жардам катары келген. Фон мол фондо, мисалы үчүн, бул шырдактын фонунда Лена Нечаева өзүнүн блогун жазат. Бул шырдакты дагы биздин башкы режиссерибиз Тимур Бурабаев деген алып келген. Бул биздин өзүнчө кабинет эмес, гримеркабыз. Жакта алып баруучуларыбыз боянышат, өздөрү суулашат. Апрель очень быстро завоевал популярность. Первый эфир был в 2018 году, в апреле, но уже в 2019, после событий в Койташе, телеканал опечатали. Ну и, собственно, все имущество, которое там имелось. Теперь ребята с нуля все собрали, вот это всю красоту, и выходят в эфир. Только на ютубе пока. Ну, мы не ожидали, неожиданным для нас был этот визит, потому что все-таки мы рассчитывали, что все пойдет как бы законным каким-то путем, цивилизованным путем, что имущество телеканала будет арестовано, но нам разрешат работать, потому что все разрешения, необходимые на работу, у нас были, есть и сохранились. То есть мы имеем полное право выходить в эфир. Пока. Да и по большому счету работать там имеем право пользоваться этим имуществом, так скажем. Даже если арест, потому что арест подразумевает только то, что мы как бы не можем продать это имущество. Раньше такие вещи происходили, то есть арестовывали телеканалы в Кыргызстане по тем или иным причинам, но им давали возможность работать. Апрель закрыли сразу, жестко и молниеносно. Ну, изначально, когда нас там выгнали из нашего главного офиса, очень многие люди нам помогли собрать необходимое оборудование, какую-то мебель, оргтехнику. Это все не новое, это все не очень мощное, но как бы в ситуации с телеканалом на первом месте стоит не аппаратура, а мозги. Чтобы двигать это все. Я вам так скажу, что охват аудитории платформы «Апреля» сейчас соразмерен с тем охватом, который был на телевидении. Потому что телеканалов у нас очень много в Кыргызстане, вещающих, и аудитория распыляется между ними. А вот таких платформ в Ютубе и в социальных сетях, именно мультимедийных платформ, которые дают вот этот альтернативный взгляд на происходящее, которые не умалчивают что-то, рассказывают о том, что происходит каждый день в стране, действительно, реально происходит, там, не скрывая каких-то фактов. Таких платформ очень мало. Фидбэк от зрителей очень хороший. На самом деле, я даже не ожидал, что будет настолько как бы хороший. То есть очень много слов поддержки звучит. Ты снимал пустой кадр, а я тебе его... Простите, что начинаю с видео Баяна, но это медведь. Как не надо снимать новости? Скучно.
Теперь я точно знаю, что не надо снимать новости скучно, потому что надо, чтобы людям было понятно, что происходит. А если ты делаешь это сложным, трудным языком, специально запутывая людей. Задача новостников очень быстро людям рассказать, что сегодня произошло, или там, что за неделю произошло. Ну, какие нововведения вы, допустим, сделали при работе на ТВ и дальше уже на Ютубе? Угу. При работе на ТВ баловались форматами разными, точнее вообще отказались от какого-то строгого формата, то есть просто брали новость какую-то, какое-то событие и потом думали, как оно будет лучше восприниматься, в каком формате. Звук играет большую роль на Ютубе, чем картинка. Да, мы привыкли в телевизоре, что самая главная картинка, YouTube многие слушают и не смотрят, поэтому качество звука и его наличие, самое главное, гораздо важнее. Телевизор играет фоном у людей, а на YouTube приходит специально и приходит за эмоциями. Поэтому нам пришлось добавить больше эмоций, больше своего мнения. Это, конечно, не классические новости, да, где ты не можешь себе позволить каких-то личных суждений, оценочных суждений. Угу. Вы отказались от дресс-кода, да? Да. Мы начали отказываться от дресс-кода еще на телевидении на апреле. То есть есть какие-то жесткие правила, допустим, там нельзя в шапке делать стендап, появляться в кадре в шапке, да, там нельзя с зонтиком почему-то, нельзя с открытыми плечами. Мы еще там начали думать о том, что не нужно вот такие четкие рамки ставить, потому что в разной ситуации все эти вещи смотрятся по-разному. То есть, когда льет дождь, и журналист стоит под дождем, и с него вот так все течет, ну так лучше пусть он держит этот зонтик, но это же более органично, да. Ну и как бы мы решили, что самое главное, чтобы внешний вид, там, атрибутика, еще что-то, там, яркий цвет волос журналиста или там отсутствие этих волос, татуировки. Главное, чтобы это все не отвлекало от смысла. Вот это твой уголок? Да, вот эта вот коморочка, это любимый мой уголок. Это и кабинет для 3 людей, вон там тон-студия, там звук чистим, вот костюмерная, можно ее так назвать. Вот доска, где можно порисовать, пока такси ждешь, например. Шикарный рисунок. Да, это Ленор, маленькая мертвая девочка. Ждала такси, рисовала. Вот здесь коморочка такая. А черный ящик там снимается, да? Черный ящик снимается там. Один большой плюс. Полная свобода, то есть у тебя рабочее место. Жизнь и ГСУшники приучили нас к тому, что ты должен быть самодостаточным полностью. То есть у меня свой ноут, я там сама монтирую, ребята там чем-то помогают. То есть я могу это сделать здесь, могу сделать дома, могу сделать в кофейне, могу на Шри-Ланке, если очень повезет. Самый яркий пример абсурда. Яркий. На госканалах. Вот ты уже... Ну, самое постоянное, что есть, это то, что всегда дается только одна сторона. Угу. И как-то это вот обходят. То есть журналисты приезжают на судебное заседание и не берут интервью у участников заседания. То есть, как бы, зачем ты туда вообще приезжал, если ты даже с адвокатом не поговорил, да? Абсурдно это одинаковость героев, потому что каналы разные, а люди там появляются одинаковые. Там, допустим, в материале про электрокары появляется один и тот же на разных каналах, один и тот же хозяин электрокара, который рассказывает одно и то же. Вот сейчас в новом выпуске у меня дальнобойщик. Везде один. Одинаковый дальнобойщик на всех каналах, который рассказывает про то, какая классная у нас новая цифровизированная таможня. Ну и, видимо, дальнобойщик у нас в стране только один, его выбрали, и он рассказывает, что вот раньше у него процедура занимала столько времени, а теперь занимает столько. А это кто? Снеговик. Снеговик? А это кто первый? А это кто? Кто это? Простите, что начинаю с видео Баяна, но это медведь. Ты вот этого парня поснимаешь? Да. А он симпатяга. Миллионер еще. Это наш этот. Филантроп.